А Рамазан Рахимзада не зря съездил в Москву. Первое достижение уже есть. Подписывайтесь на обновление, будете в курсе всего самого важного. Россия задержала двоих подозреваемых в убийстве таджикского банкира Шухрата Исматулоева. Об этом 29 августа на встрече со своим таджикским коллегом Рамазаном Рахимзада сообщил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев. Скорее всего, одним из задержанных является Дилшод Саидмуродов, главный подозреваемый в убийстве банкира. И визит министра внутренних дел Таджикистана в Москву завершится его экстрадицией в Таджикистан. Накануне пресс-служба МВД Таджикистана сообщила о рабочей поездке Рамазана Рахимзада в Россию и отметила, что одной из главных тем встречи главы МВД Республики Таджикистан со своими российскими коллегами является задержание Дилшода Саидмуродова, известного как Дилшоди СБ. Саидмуродов, бывший сотрудник МВД Таджикистана. Ранее власти Таджикистана сообщили, что Дилшод Саидмуродов – один из главных подозреваемых в похищении и убийстве Шухрата Исматулоева. Сразу же после совершения этого преступления скрылся на территории России. Позже появилась новость о том, что он якобы вступил в ЧВК «Вагнер», но власти посчитали ее необоснованной. В МВД России задержание двух подозреваемых в убийстве таджикского банкира назвали результатом успешного сотрудничества Министерств внутренних дел обоих стран. По данным российской стороны, оба подозреваемых были задержаны в рамках межгосударственной операции «Розыск». Во время встречи министров было сообщено также о пресечении деятельности преступной группы, занимающейся вымогательством и мошенничеством в отношении таджикских мигрантов на территории Москвы и Московской области. Новость о задержании двух подозреваемых появилась незадолго до похорон бывшего первого заместителя председателя Арионбанка Шухрата Исматулоева, которая прошла в среду в мечети Цариосио города Душанбе. Банкир был похищен и убит в конце июня. Спустя 2 месяца его тело было найдено в местности Саразмы города Пиджикент. Сообщается, что к этому громкому преступлению причастны 15 человек, 13 из которых на данный момент уже арестованы. А сотрудники силовых структур Таджикистана не разрешили журналистам снимать церемонию похорон бывшего заместителя председателя Арионбанка. Они удалили снятые ими видео и запретили дальнейшую видеосъемку. 4 в гражданском представились сотрудниками силовых структур и удалили снятые корреспондентами видеоматериалы, препятствуя тем самым выполнению ими своих профессиональных обязанностей. Они запретили видеосъемку с церемонии джаназы и сотрудникам различных СМИ. Также у некоторых корреспондентов забрали телефоны. В ответ на вопрос корреспондента, почему запретили фото и видеосъемку, один из силовиков надменно и грубо заявил: «Ты не имеешь права задавать мне вопросы». Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов в Таджикистане считается преступлением. Статья 162 Уголовного кодекса Таджикистана. За это преступление предусматривается наказание штрафом в размере от 500 до 800 показателей для расчетов, либо исправительными работами на срок до 2 лет. Однако правоохранительными органами Таджикистана после избиения корреспондента Мулараджаба Юсуфзада, воспрепятствования профессиональной деятельности других корреспондентов Барата Исуфи, Анушервона Арифова, Насима Исамова 17 мая 2022 года так и не было возбуждено уголовное дело. Корреспонденты сообщают, что на церемонию прощания с Шухратом Исматулоевым пришли высокопоставленные чиновники, министр экономики и торговли, главы Минэнерго и Минтранса, председатели ряда госкомитетов и агентств, депутаты парламента. Похищение банкира, близкого к семье президента Таджикистана, вызвало бурную реакцию и было широко освещено в СМИ. Как вы относитесь к такой ситуации? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.